вперед. Да. Да? Ну, давай для начала представимся. Как тебя зовут? Меня Аслан. Артем Очень приятно. Откуда, Артем? из России. Ну, это ясно. А точнее? Алтай. Ага, понятно. А город какой? Новосибирск. Ага, понятненько. Ну, как у вас там? Прохладненько, да? Да, да. Понятно. А вы откуда знаете? Так, зима на дворе. В смысле, вы из Германии? Алло, вы знаете, вы этого не можете. Почему не могу? Зима же, февраль месяц. И что? Ну так, в Новосибирске должно быть холодно в феврале. Ну, должно быть, а в Германии должно быть тепло. Ну почему же? Германия, я бы не сказал, что такая теплая страна. Ага. Чё? Зашел. Не, стерильно. Ты это видел вообще? Он не кидался. Вы чё, пацаны, вы в общежитии, что ли? Да, почти. Понятно. На самом деле нет. Но по факту, да. Как так получается, по факту? Вот так получается, блядь. Мы типа вроде бы снимаем, но на самом деле не снимаем. Понятно. Ну, расскажите, как у вас в России дела обстоят? Что нового? Что говорят? О чем говорят? Ну вот там у вас Россия во всем мире показывает себя очень с хорошей стороны. Хотелось бы узнать у вас, как вы относитесь к той ситуации, которая у вас сейчас там происходит. А то общаюсь, разные мнения бывают. Так, блин, о какой ситуации мы говорим? Это зависит от того. Ну вот, например, у вас там новые какие-то вводятся правила по поводу интернета. Да, вводятся, да. Да, ну я что-то в это не верю. У вас демократическая страна, я не думаю, что такое возможно у вас. Путин у вас, Возможно, да. Путин у вас Возможно, да. нормальный правитель, нормальный царь. Какой царь, о чем речь вообще? Нет, Блядь. не царь он. Ну там некоторые, я общаюсь, некоторые говорят, да, наш царь, там мы империя, нам без царя никак. Холопка ебаный. Что вы? Так холопы говорят только, да? Царь. А вы сами-то откуда? С России или откуда? Я родом из Чечни. Чечня. Вы в России жили? Да, жил в России, жил. А что, понравилось, нет? Ну, как видите. А в Германии нравится? Ну, в Германии, скажем так, мои права защищены, я себя чувствую свободным человеком, в отличие от того, что я себя не мог чувствовать в Москве. Но люди, вроде вот я уехал, уже думаю, может вернуться, все так... Прошу прощения, В Москве. Подожди. А в Сибири-то? А что вы Секунду, про Сибирь? подожди. Прошу прощения, вас как зовут? Аслан меня зовут. Аслан? Да. Меня Иван. Очень В приятно, Иван. Москве с защищенными. Что вы А говорите? понимаете, мы сибиряки, блядь, себя в Сибири защищенными не чувствуем. А вот теперь вы ответили на все свои вопросы, понимаете? Понимаю, Иван, понимаю. Но, а почему так тогда, Иван? Почему? Вы самая богатая страна в мире, у вас полезных ископаемых, залежи полезных ископаемых, ну, весь мир вы можете кормить. Да вы, в принципе, продаете на весь мир.
Почему у вас Да такая она ситуация? весь мир, если честно, Аслан. Не расслышал, Иван. Корми весь мир. Ну а почему тогда у вас все плохо? Почему у вас пенсии 8 тысяч, 10 тысяч рублей, ну 100 евро, грубо говоря? Когда в Германии там ну, на порядке все выше. Я что, блядь, политик? Не, я не спорю. Ты депутат. Я не депутат. Иди нахуй. Отвечай. Иди нахуй. Отвечай. Если честно, Да. Да, честно, хотелось бы узнать ваше мнение простого русского жителя Сибири. Между прочим, Сибирь это вообще-то самое-самое такое место, откуда все добывается. если честно, я вообще не сибиряк. Я еще дальше. Я родина не Сибирь, я еще дальше. Дальше в Там какую еще сторону? холоднее, На еще восток, на север? За Байкал. Понятно. Переехал сюда недавно в Сибирь, туда-сюда, Алтай, вся хуйня. Ну, делать в России нечего. Почему вы так говорите? Вроде ж по телевизору все время показывают, что... Ну, блядь, показывают. Я телевизор не смотрел года полтора уже, если честно. А, поэтому вы, наверное, уже вылечились от этой пропаганды. Про пропаганду я вот как раз вот знаю очень давно, и поэтому телевизор в принципе не смотрю. Даже просто фильмы не смотрю. Я в принципе телевизор не включаю. Иван, ну как думаете, к чему тогда это все придет? Вы так закроетесь, интернет закроете, свой будет, как в Китае, границы закроете, загнивать будете? Смотри, я айтишник. Угу. У меня образование IT. Угу. Я программист по образованию. Интернет, чтобы у нас закрыт на такие деньги, что там по сравнению то, что мы продаем, всю нефть и лес и все подряд, это рядом не стояло, что они, если захотят интернет закрыть. Я вам прям серьезно говорю. Ну вот смотрите, помните, в позапрошлом году или в прошлом году был такой случай с Телеграмом. Как бы якобы они блокировали Телеграм, а на самом деле проводили тестирование по отключению интернета от всемирной паутины. Были сбои, у них что-то не получилось, но тест обычно пуска наладочной работы. Вы простой смертный? Ага. Вы не политик, да? Никто там у вас Не, там... мы как рядовые граждане обсуждаем сейчас, да, просто... Ну, вы сами понимаете, чтобы вот у всей России отключить тот же YouTube, ту же чат-рулетку, вы понимаете, сколько это денег нужно? Ничего сложного, ведь отключают ведь. Сайты каждый день блокируют. Роскомнадзор каждый день там сотни, тысячи сайтов блокирует. Я вам сейчас как айтишник говорю, я сейчас на любой сайт зайти могу, вообще на любой. Да, вы сейчас пока можете, но можно сделать так, какие-нибудь там блокировки, что вот нельзя будет пользоваться вот эти VPN-ами или как они. Да какой VPN? О чем вы говорите? Вы понимаете, что это настолько дорого им обойдется, что Россия вернется в средневековье, понимаете? А там уже... Это да. Но средневековье это их устраивает, Иван, вас не устраивает, но их-то это устраивает. Потому что в средние века был царь. Если честно, пофиг вообще. Не расслышал, еще раз. Мне вот реально пофиг, да. Они физически, ну морально, да, там орут, там в думе себе. Мне вообще на всех похер. Они физически не смогут отключить интернет от России. Это прямо... Ну, Россию от мира вы имеете в виду, правильно? От чего? Россию от мира. Ну, от внешнего мира отключить. Да. Вы Карла Маркса читали книги его? Кого еще раз? Вас поверните камеру, не видно вас. Карла Маркса. Ну, что-то, я не могу сказать, что я специалист. Ну, читал кое-что. Ну, он там говорил социализм и так далее. Вот как деньги и так далее. Эх, жаль. Так.